Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 19 марта 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Время 17 часов 11 минут. Извиняюсь за опоздание. По берлинскому времени. И 19 часов 11 минут по городу Джохаро. Друзья, сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Путин и ФСБ сдают армию ради личной индульгенции». Давайте, вопросительный знак, давайте об этом и многом другом поговорим. Что такое индульгенция, вы знаете, да? Это в религиозном смысле получить прощение за грехи. Но это используется не только в религиозном. Раньше это слово имело только религиозные корни. Давайте об этом и многом другом поговорим. Все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо проживает в фашистской России, пожалуйста, друзья, не ставьте лайки, не пишите комментарии и все остальное. Заботьтесь о своей безопасности. Заботьтесь о своей безопасности. Так, в начале стрима, как обычно, я хотел бы сообщить вам о потерях русских террористов, русских боевиков в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено, кстати говоря, вчера было 1500, сегодня 1060 бандитов уничтожено и ранено. 12 танков уничтожено за прошедшие сутки. 14 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 100 ровно ВПЛА и 111 автомобильной техники и цистерны. Слава Украине, слава ЗСУ. Слава Украине, слава ЗСУ. Вот такие вот новости от Генерального штаба. Там кто-то про перемирие говорит, кто-то остановка войны говорит. Но пока мы не видим. Перемирие потихонечку начинается, нужно это признать. В принципе, я не сомневаюсь, что перемирие все-таки произойдет. Но пока вот так вот. Пока только на таких условиях. Тем временем в Евросоюзе, после того, как американцы отстранились немножко от помощи Украины, по крайней мере, публичной, первой и прямой, в Евросоюзе намерены организовать поставки Украине боеприпасов на 5 миллиардов евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее планировала согласовать выделенную Киеву 40 миллиардов евро в этом году. Однако об этом страны-члены пока не смогли договориться. Скорректированный план предполагает, что Евросоюз передаст Украине 2 миллиона артиллерийских боеприпасов. Это очень-очень краткосрочное дело, подчеркнула Каллас. Можно принять участие или выделив деньги, или посредством прямых поставок боеприпасов. Агентство АФП уточняет, что предложение Кая Каллас о предоставлении Киеву помощи 40 миллиардов не одобрили крупные страны ЕС, среди них Италия, Испания и Франция. Вот такие вот дела, друзья. Тем временем БПЛА, украинская БПЛА, вероятно, украинская БПЛА в Кубани уничтожили нефтяную станцию. Провели, просто горит она просто. Кропоткино, Краснодарской области. Вот такие вот дела происходят.
пункт перевала. Ну, горит, все горит. Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России наносятся. В это же время Дональд Трамп, который вчера провел переговоры, или сегодня, мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергетических и инфраструктурных объектов. С пониманием, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня. И в конечном итоге окончания этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда не была, никогда бы не началась, если бы я был президентом. Обсуждались многие элементы мирного соглашения, включая тот факт, что гибнут тысячи солдат. И президент Путин, как и президент Зеленский, хотели бы положить этому конец. Этот процесс сейчас идет в полную силу. И надеюсь, ради всего человечества, мы доведем дело до конца. По всей видимости, война будет приостановлена, как я уже сказал. Но здесь разногласия возникли после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Возникли разногласия в том, что о чем они обсуждали, о чем они говорили. Американская сторона говорит, что речь шла в том числе об Иране. Русские сказали, что про Иран они говорить не будут. Якобы они не говорили про Иран там и говорить не будут. Также русские сказали, что они хотели бы, чтобы одним из условий русских это прекращение, это русская сторона заявила, прекращением огня может послужить это прекращение поставок вооружения Украине и разведданных. Дональд Трамп говорит, вообще на эту тему обсуждения вообще не было. Короче, вот такие вот дела. Как мы предполагали, и это было очевидно, Америка прежде всего, Америка на первом месте, как заявлял президент Дональд Трамп. И первое, что важно для Америки, это решение вопроса на Ближнем Востоке, в том числе с Ираном. Что получится из этого, получится ли решить вопрос с Ираном или нет, пока рано говорить, но то, что вот эти процессы идут вокруг Ирана и об Иране, это уже очевидно, что уже два президента говорили об Иране. Но Россия отрицает, что она говорила, потому что сдать Иран для России это, наверное, очень будет вероломно и подло. Но ФСБ всегда берет самые лучшие высоты, самые крутые высоты, поэтому, конечно же, ФСБ сдаст Иран, уже сдала Иран, как сдала она и Югославию когда-то, как она, это для понтов были там разные понты, что мы вот там за югославов и так далее. Как сдала Саддама Хусейна, как сдала Муаммара Каддафи, как сдала Башара Асада. И кто-то говорит, что Дональд Трамп является агентом там, Москвы, там, ФСБ там, и так далее. Я, конечно же, не знаю, я знать не могу таких вещей. Но мне почему-то кажется, что вопрос, скорее всего, должен стоять ровно наоборот. Это Путин является агентом Трампа или там Америки и кого-то. Но никак, не в таком случае, никак не Трамп является агентом. Поэтому проще поверить мне в эту конспирологию. Вот такие вот дела. И более того, сдавать будут и своих вояк, сдают своих вояк. Идет полная сдача не только Ирана, но и своих собственных вояк. Давайте, друзья, об этом поговорим. Задавайте свои вопросы. Сейчас я подключусь. Как сдала Германию в 1945 году? Ну, не знаю, Германию сдала или нет. Германию тогда победили. Ох. Машуоль Микаэль, Нисбо, Мика. Ичколь Фонделя.
Так. Шалом алейхум, слава Украине. Шалом, дорогой Эркин. Алга Казахстан, героям слава. Алейк салам. Перемирия не будет, так и будут обстреливать друг друга. Нет, будет, Эркин. Уже они к этому, я думаю, будет. Я, конечно, знать не могу, но я думаю, они к этому подбираются потихонечку. И надо, чтобы вот российская бандармия, которая на самом деле очень трусливая, хотя идет на мясные штурмы, но по факту офицерство очень трусливое. Вот это офицерство нужно, чтобы не взбунтовалось и не пошла против ФСБ, потому что при желании у военных сил намного больше, чем у ФСБ. Но ФСБ, они главнее у них там. Так. А сама война с Ираном на Ближнем Востоке это скачок нефти, а России выгодно высокие цены на нефть, а Китаю нет. Да, возможно, да. Возможно. Но если произойдет скачок нефти, цен на нефть, то Дональд Трамп обещал, что будут добывать нефть, которая находится в США. Пока мы не слышали, что они начали массово добывать эту нефть. Посмотрим. Денис Львович, скоро возьмем Киев, говорит. Ну, Денис, я понимаю, что вы возьмете скоро Киев, конечно же, как за 3 дня вы его брали и так далее. В принципе, если Украину оставить одних, добьетесь, вы упертые, нужно признать, в эти 3 года ФСБ и русские имперцы, ну, упертые, реально. У вас больше людей, больше мяса закидать, больше патронов, пушек, заводов и так далее. В принципе, теоретически, за все это время вы побеждали Украину на протяжении веков. Как и оккупировали и наш Кавказ, и нашу Чеченскую республику. Ну, у меня вопрос, Денис. Зачем вам это нужно? За что вы, понимаете? Раньше вы были крепостными рабами, и вас не спрашивали. С каждого двора на 25 лет забирался мужчина от 15-16 лет. И вот он за вольную грамоту пахал, ну и раб, у него не было никаких раб. Потом была советская какая-то идеология. И да, она была напрочь лживая, и вы ее сами, ваши ФСБшники, сами ее предали. За эту идеологию уничтожали миллионы людей, а потом сами же вы, ее хозяева этой идеологии, тот, кто обязался ее защищать, ее предали. Но сейчас, когда вы живете в демократической якобы стране, когда вас никто насильно не гонит, нету никакой империи, когда вас разграбили 3 поколения, то есть никогда у вас, у русских, не было ничего в собственности. Понимаете? 3 поколения советской власти мы пахали, наши отцы, деды пахали на Советский Союз, на КГБ, и у нас ничего не было в собственности. Понимаешь? До этого вы, русские, были крепостными, и якобы спасаясь от крепостного права была совершена, от этого рабства, несправедливости, была совершена вот эта революция, вот этих бедных рабочих и крестьян, якобы. Объясните мне, русские, за что вы хотите взять Киев за 3 дня? За что вы топили чеченцев, детей, младенцев чеченских в крови? За что? Просто вы садисты, вы ублюдки, фашисты. Вы, не могу я понять причины. Раньше вас на войну отправляли как рабов, как псов. Понимаете? Псы, реально. Я учился в Санкт-Петербурге, я видел газеты, которые в Санкт-Петербурге публиковали объявления рекламные. Меняю гончую на душу. То есть на человека. Человеком вас не называли, душами вас называли.
гончего щенка меняли на человеческую душу. Вот вы мне объясните, русские, за что вы сейчас убиваете людей, называя их братьями, кондратьями, там, кем угодно? Зачем вы убиваете детей, женщин, сжигаете заживо? Зачем вы гибнете сами? А? Вы не понимаете, в каком рабстве, в каком униженном положении вы находитесь? 75 лет в Советском Союзе мы работали, наши отцы, деды, бабушки, работали на Советский Союз. Потом КГБшники все поделили и дали дулю, фигу нам всем дали, вам дали, всем показали эту фигу и дулю. Стали хозяева, поделились с Западом, с Америкой, с Англией, с Германией, со всеми другими. Им отдали контракты на лучшие заводы, фабрики, алюминиевые заводы, нефтяные компании и так далее, и так далее. Ничего нам не досталось. Мы-то, чеченцы, не принимали участие в этой приватизации. Мы все вам оставили. Главное, чтобы от вас уйти просто, потому что вы абсолютно неадекватны. Вы опасны. С вами находиться, это как на пороховой бочке находиться. Вот как сейчас. Вы развязываете новые войны и посылаете людей на смерть. Наша чеченская молодежь сейчас гибнет на абсолютно чужой войне, имперской, вражеской, бандитской войне, которых насильно забирают. Кто отказывается, их убивает. Уже ни один случай произошел. Убиваете, вы казните публично. Людей казните, чтобы другим было страшно, боялись. Кто не идет, там в тюрьму посылаете, сажаете. Не идет брат, посылаете другого брата. Не идет сын, отца посылаете. Не идет отец, сына посылаете, если отец прячется, бегает и так далее. Объясните мне, вот, Денис, ты пишешь здесь, слава России, возьмем Киев. Зачем вам этот Киев? За что вы убиваете своих братьев, украинцев, так называемых? А между прочим, там есть огромное количество русских, которых вы убиваете. За все это время вы убили огромное количество русских. Вы пошли спасать русских Донецка, Луганска. Якобы пошли спасать. На самом деле, просто русская империя в лице ФСБ, они решили расширить свои или стать легитимными. Без киевской истории, реальной, настоящей истории Киевской Руси, они не могли стать хозяевами положения. И они вынуждены были идти на Киев. Потому что Гиркин все прямо рассказывал. Не только он, но огромное количество об этом рассказывали. А Гиркин прямо об этом говорит. Без Киева не будет настоящей монархии, настоящей аристократии. Понимаете? Вы туда не входите, русские. Да, большинство. Ваше КГБ русское входит туда. Вы не входите. Вот объясните мне, вот напишите мне кто-нибудь. Хотите, вот я вас на эту тему могу в ТикТок поднять и дать вам возможность. Объясните, за что вы, русские, убиваете? За что убиваете другие народы? 5 миллионов казахов было уничтожено. Совершенно верно, Эркин. Ну, я-то понимаю, что раньше понятно было, что там они крепостные были. Потом, говорят, идеология коммунистическая была. Тоже, ну, якобы они что-то строили. Ведь это же идеологию, вот эту коммунистическую, социалистическую, КГБшники же курировали. Не было же никакого советского государства. Была система КГБ, которая навязывала вот эту идеологию коммунизма. И люди, которые делали вид, что верят. Потому что в противном случае тебя, начиная от раскулачивания, от смерти шпионов, СМЕРШи, помните? Оттуда огромное количество людей было в затылок просто застрелено в русских КГБшных концлагерях. Понимаете? И люди просто боялись. Боялись и все соглашались, все хорошо, коммунизм строим, Ленин Бог, хорошо, Ленин Бог, все, что еще нужно, там, ходить, смотреть, водить детей на этого фараона Ленина, давайте водить детей, что еще вам нужно, что вам, идеология, американцы враги, там объявим всему западному империализму войну, объявим, ну понятно, идеология, все боятся и так далее. Сейчас за что просто? Вот вопрос.
Стопор, спасибо, благодарю за подарки, за подарок. Совершенно верно. Вот тоже хороший вопрос задает человек. Спроси у путинистов, что будет, если Россия захватит весь мир? Ведь абсолютно именно к этому они стремятся. А так что будет? Ну, тоже интересно, конечно, хотелось бы узнать. Вот, Аслан Моментс. Делитесь ссылкой на наш стрим. Давайте распространяйте, друзья, ссылку в социальных сетях, WhatsApp и так далее. Аслан, не старайся понять рабскую натуру. Я-то, в принципе, ее в определенной степени понимаю. Я очень хорошо знаю их менталитет, их понимаю, как они себя чувствуют, ведут. Просто мне хочется им задать вопрос, чтобы они сами на него ответили. Ответьте просто. А его нет, все, он пропал. Вот, который тут за 3 дня брал Киев, все, его больше нет. Так, ну давайте перемотаю. Вопросов много, смотрю, все активизировались. Нет, Черкес, принц, я живу не в Америке. Я живу в Германии. Так. Так, да ладно, давайте дальше тогда вам я новости зачитаю. Так, друзья, давайте тоже, чтобы не возникало вопросов, за все это время, пока в Украине идет война, люди, которые пытались вербовать меня против Украины, против того, чтобы я работал против Украины, эти люди сейчас спокойно ездят в Украину, они там у них их принимают, даже вот недавно вроде бы там показывали какие-то либо депутаты, либо кто-то мимо пробегал, там сели, пообщались. Я говорю про Ахмеда Закаева и его окружение, которые там собрались в Украине. Мы говорим, на нас там обижаются, там разные там украинские чиновники, депутаты, там, или какие-нибудь там деятели. В определенной степени как бы вызывает у них недоверие к нам, что ли, что мы говорим неправду, да, что вот нам делать нечего, там какие-то великие люди, которые там что-то великое делают, а мы тут сидим, там наговариваем на них, что они работают на Россию и так далее. И потом удивляются, почему НАТО Украину не включают и так далее, и так далее. За все это время огромное количество агентов российских спецслужб в Украине, информационном пространстве обитают. И когда мы говорим, что там обитает вот эта вся агентура, на нас смотрят и говорят, вы там нам завидуете, что ли, или, и так далее. Но я хочу вам рассказать очередной акт предательства и акт капитуляции Ахмеда Закаева перед Россией, который произошел в 2002 году.
И это статья в «Новой газете», которая, она не полная, и она не опубликована. Только заголовок «Новая газета» оставила. А все остальное скрыла. В архиве я искал, так и не нашел. Но у нас все имеется. У нашего президиума, у нашей легитимной власти чеченского народа имеется вся информация по этому поводу. И вот в данном интервью от 26 августа 2002 года, которое «Новая газета» скрыла от широкой публики, Ахмед Закаев совершает шаг, который с точки зрения международного права и политики, и морали можно трактовать как измену государственным интересам Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня Ахмед Закаева пытаются представить как непримиримого борца за независимость Ичкерии. Однако, если это интервью станет общеизвестным, то станет ясно, что в 2002 году он капитулировал перед Россией, фактически предал Масхадова, президента, и признал Чечению частью России. Это объясняет, почему ФСБшная «Новая газета» не публикует его. Вот это интервью. Таким образом, это интервью является историческим документом, доказывающим, что Ахмед Закаев в 2002 году предал идею независимости Чеченской Республики Ичкерия. За все время, сколько мы говорим о том, что Ахмед Закаев, его окружение, которых вокруг он себя собрал товарищей, там разных, свою театральную труппу, он, как известно, по профессии актер, и он играет, очень хорошо играет свою роль, по жизни уже вжился в эту роль. И за все это время ни один украинский журналист не задал ему вопрос. Ни один украинский пропагандист не задал вопрос, почему он там сидит, Аслан Арцуев, председатель правозащитной ассоциации. Сидят там другие люди, очень уважаемые люди, представляющие Ичкерию, соратники Джохара Дудаева, там Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева, соратники в лице Аяда Идигова, других людей, говорят, пишут, доказательства, факты, документы. Ноль. В Украине ноль просто журналистов, которые задал вопрос. Ноль граждан, которые сказали бы, возмутились, почему вы нам эту консерву нам сюда засылаете, с какой целью. Очень странное это поведение. Ну давайте вот я вам сейчас зачитаю интервью, и вы сами поймете, кто такой Ахмед Закаев. Это только один эпизод. Один всего лишь эпизод. «Война, которую мы проиграли», называется статья. Ахмед Закаев, беда россиян сегодня, им не хочется знать правду. Общение с депутатом Щекочихиным, который приехал на переговоры в Лихтенштейн. Ахмед Щекочихин, вас упрекают все время, что Масхадов не может сесть с Кадыровым за стол переговоров. Закаев, да не сядем мы с ним за стол переговоров. Зачем садиться за стол переговоров с человеком, пытаться с ним о чем-то договориться, когда у него есть хозяин? Щекочихин, я знаю, у вас была достигнута договоренность с Казанцевым не обнародовать до поры до времени детали ваших переговоров. Но об одном, мне кажется, сказать необходимо. Чеченская сторона выдвинула идею прямого президентского правления в Чечне, то есть правления личного представителя Владимира Путина. Закаев. Об этом, я думаю, сказать необходимо. Прямое президентское правление необходимо хотя бы на этот сегодняшний период, когда в Чечне не действуют никакие законы. Ни российские, ни международные, только беспредел. Мы, кстати, интересовались, кто же отвечает сегодня за все. Если Россия считает, что на территории Чечни проживают ее граждане, и что Чечня часть федерации, то необходимо, чтобы был хоть какой-то контроль со стороны центра, чтобы было известно, кто конкретно несет ответственность за все происходящее там. Вот такого человека сегодня просто есть. Но есть же Путин. Просто нет. Но есть же Путин. Юрий Щекочихин, наш специальный корреспондент, Лихтенштейн, Москва, 26 августа 2002 года, «Новая газета». Это так, чтобы вы понимали происходящее. За все это время не только в Украине не задали вопрос, но даже здесь, выступая на разных каналах, там, на своих там посиделках, там разные, заходят разные чеченцы, якобы независимые чеченцы, и не задают этот вопрос почему-то. Я понимаю, это острый вопрос, неприятный вопрос и так далее. Но, украинцы, если вы хотите вот
такую победу, как сегодня оккупированная Чеченская республика Ичкерия, то вы идете верным путем. И потом возмущаются там украинцы, нас НАТО сказали не возьмут, нам там помощь ограничат, там еще что-то сделать. А вот посмотрите вот только лишь на этот эпизод. Там много-много эпизодов, о которых я говорил. Но просто хотя бы на этот посмотрите. Вот этот момент просто. Вот и все, чтобы было понятно. Так, дальше. Тут у меня много есть информации. Вы можете найти ее у меня на Facebook. Вы можете ее найти у меня на Facebook. Аслан Арцуев называется. Можете найти информацию у меня на X, бывший Twitter. Ну и также YouTube, на YouTube канале в разделе сообщества, записи. Сейчас это переименовано в записи. Как-то так, друзья. Давайте ваш комментарий немножечко почитаем. Приветствую, Георгия, Джорджия, приветствую. Приветствую, Леон. Автор поддерживает террористов? Это вопросительный знак. Нет, конечно. Автор конкретно против террористов, понимаете? Конкретно просто. А террористами являются, конечно, на сегодняшний день самыми главными большими террористами являются русские и россияне, российская бандармия. Вот кто террористы. И категорически я против этих террористов. Ну, конечно, не только русские, но главные сегодня русские террористы. А так я против любого формы терроризма. Любой. Рамзан придет за тобой, говорит Виктор. Виктор, ты видел его? Он еле ходит сейчас. Он болеет, кстати говоря. Как он придет? Ну, знаешь, что интересно, Виктор? Каждый раз, когда вы меня пугаете Кадыровым там и так далее, я каждый раз вам напоминаю, представьте себе, русские, вы уничтожили треть нашего населения. Одну треть вы убили. Вы в Украине столько еще пока не убили. Но у нас уничтожили 30% наших людей. 300 тысяч. Среди которых, кстати, 42 тысячи детей только убитыми. Вы оккупировали всю нашу территорию. Вы обманули весь мир и заставили его помогать вам убивать нас. Преследовать через Интерпол, там, через другие международные институты. И у вас не нашлось русского витязя, которым вы могли бы нас пугать. Представьте себе, постгеноцидный народ, оккупированный. Весь мир вам помогает нас преследовать, убивать, сажать, там, передавать в ваши лапы. Костлявые лапы смерти. И все равно у вас не нашлось русского витязя, которым вы могли бы нас пугать. Просто задумайся над этим. Вы морально, психологически не смогли нас покорить, подчинить. И вы это сами признаете, говоря нам про какого-то Рамзана Кадырова, который является реально марионеткой. Мы это знаем. Он марионетка, он никто. Реально управляет там ФСБ, у ФСБ по Чеченской республике. Понятно? И администрация президента. Задумайся, подумай в свободное время над этим. Так, перемотаем. Шалом, Берлин, шалом, Савелий, Берлин. Приветствую, дорогой.
кепку Георгия заказал, ну не я, там человек заказал и подарил мне. Да, 30% убито, 30%. Наш президиум, наша легитимная власть чеченская говорит о более 250 тысяч убитых. Российский академик и чиновник Рамзан Кадыров говорит о 300 тысячах. Ну, туда входят все, не только чеченцы, а все граждане нашей страны, в том числе и русские, которых эти террористы убивали. 100%, конечно, геноцид. Геноцид чеченского народа. Убивали всех подряд. А чеченцев убивали только лишь за то, что они чеченцы. Женщин, детей, всех убивали. Вы знаете, я об этом делал ролики, много о чем я говорил. У них в Ставропольском крае ИК-3 больничка называлась она такая. И туда вывозили чеченцев, и им живьем, заживо руки, ноги отрезали. Понимаете? Вот этой больничке, это тюрьма ИК-3 больничка. Там лежал человек, который все это слышал, видел, тоже раненый, находился он там. И их руки, ноги отрезанные. Представляете, без анестезии, без ничего они отрезали. Они тогда, вот тот период времени, Россия заняла первое место в мире по продаже за границу донорских органов человеческих. Понимаете? Тогда она на первое место вышла, Россия. Это в начале 2000-х, и вот все это время далее держалась. Отрезали руки, ноги, абсолютно здоровые руки, ноги, вообще не раненым, ничего, просто отрезали, живую. Крики, все, это вся тюрьма слышала, все это было слышно. Потом, он такой, какой П-образный этот, как мне рассказывают, концлагерь, ИК-3 больничка, в телегу загружали, не телегу, тачку загружали эти руки, ноги. И в центре вот этой тюрьмы бойлерная. У этой бойлерной она отапливает всю эту тюрьму, всю вот эту больничку. Привозили, прям все видели, там не все, но люди видели, как они привозят эти. И сжигали эти ноги, руки, как крематории. Представьте себе. Представьте себе, что они над нами творили. Это очень страшные люди. Это очень страшные люди. Они способны на все. Это людоеды. Это ничего не изменилось с момента распада Советского Союза или с момента ГУЛАГа, с момента вот этих НКВДшных и КГБшных расстрелов, пыток, убийств. Ничего не изменилось. Вы, если не верите, у украинских военнопленных спросите. К ним такой же, как они заживо сжигали украинских военнопленных, помните? Для того, чтобы внутри Украины украинцы начали захватывать чеченцев в плен. Это помогали украинские журналисты. Они общались на эту тему, разговаривали. Украинская Масейчук, по-моему, ее зовут, или как ее, украинская журналистка. Она как раз эту тему поднимала вместе с Фейкиным по уничтожению, захвату чеченцев, которые, граждан, кстати говоря, Украины, которые там за Кадырова, за Россию там и так далее. У них все за Кадырова, за Россию до сих пор были. А тут резко теперь они будут этих прищучивать, захватывать там и так далее. Это специально криминал нагнетался. А перед этим они сожгли заживо украинских военнопленных. Это чисто патрушевский, ФСБшный метод такой был. Все то же самое делали они с чеченцами. Убрали чеченца какого-нибудь, пытали, и заставляли его там писать письма родственникам или там звонить и говорить, что все, я тут умираю, все, хуже мне уже быть не может, сделайте что-нибудь. И потом говорили, иди там, подложи сумку на вокзал. И человек шел, клал сумку, а там взрывчатка. Или взрывали этого человека, который нес эту сумку, которую ему ФСБшники передали. Вот точно так же они в Украине, они украинцев сожгли заживо, а потом родственникам всем сказали, помните, из этого Азовстали, которые пленные там были. А потом сказали, давайте чеченов берите там. Мне удалось поднять эту
тему, и тогда им не удалось захватывать мирных чеченцев, которые проживали, их, в том числе граждан. Вот какая подлая и вероломная фашистская русня, понимаете? Вот с чем мы имеем дело. И ничего не изменится. Сейчас там Трамп разговаривает с Путиным, там не разговаривает. Как был военным преступником, как есть военная террористическая организация ФСБ, так она ею остается. ФСБ и Главное управление Генерального штаба, бывшее ГРУ. Вот и все. Все это знают, да? Все это знают. Все это знают. Руслан, скажите, рашисты будут нападать на Казахстан? Я думаю, очень даже да. Очень даже да. Очень даже да. Валейк салам. А где флаг Израиля? Флаг Израиля лежит тут рядом, сложен в стопочку. Руслан, скажите, рашисты скоро аннексируют Марс и устроят геноцид марсиан, да? Да, Евгений, конечно же, Русня попробовала бы это сделать, но у них нету транспорта. На гужевом транспорте до Марса не долететь, поэтому пока придется отложить. Ждут, пока Маск им даст ракету, чтобы долетели. Невероятно, но факт. Невероятно, но факт. Ну, давайте я немножко ограничу этих деятелей. Нормально стрим они нам раскачали. Пусть отдохнут. Слава Украине, Аллах Казахстан. Надеюсь, не опоздал с вопросом. Если что, продублируйте, чтобы Аслан увидел выступление. Так, дальше. Дальше на этом вопрос.
Шамиль, все, знаешь, на что я обратил внимание? Все консервы, которые якобы за Украину там и так далее, сейчас выступают на этой волне, что Трамп является агентом. Не все, конечно, консервы так говорят, но очень всем понравилась эта тема. Ну, и консервы почти все говорят, что Трамп агент. Агент Москвы. Во что мне трудно поверить. А сам вы за Израиль или за Израиль и против Палестины? А разве Израиль это не Палестина, Георгий? Джорджия? Разве Израиль это не Палестина? Мне кажется, у нас большая путаница в понимании, кто такая Палестина, что такое Палестина. Например, вы приблизительно, получается, спросили, вы за Грузию и против Кавказа, например, так это выглядит. Вы за Грузию и против Кавказа, ну, Грузия это и есть Кавказ. Когда начинали Вторую войну в Чечении, Америка спустя 3 года начала войну в Ираке и подняли цены на нефть 5 раз, как будто искусственно. Ну, во-первых, не как будто искусственно, а реально, когда начинаются боевые действия, а Ирак был не только местом, где добывалась нефть, но еще и транзитером, нефть естественно поднялась бы. И, конечно же, война в Ираке, в Афганистане, это нужно было в первую очередь России. И не знаю, сейчас посмотрим. Знаете, вот это все, то, что происходило на протяжении вот последних 25 лет, оно прямо указывает на то, что за взрывами домов 11 сентября 2001 года, да, атаки на небоскребы в Америке, в Нью-Йорке, за этим стояли русские. Об этом прямо есть Константин Боровой, который рассказывает, как военных все сливают, и он говорит, что это ГРУ было, что не ФСБ это было, а ГРУ. Видимо, Константин Натанович свое родное учреждение сдавать не хочет и хочет перевести стрелки на военных, потому что мы сейчас видим, везде крайние военные российские оказываются. Я не утверждаю, что Константин Натанович работает на ФСБ, но других олигархов и богатых людей там практически не было. По-другому там ты не мог стать богатым. Поэтому и переводят стрелки на ГРУ, что это ГРУ готовили атаки на небоскребы. Поэтому очень интересно вот за этим всем наблюдать. И сейчас мы тоже видим, что ФСБ сдает военных. У меня только один вопрос. Почему Америка позволяет так много, даже против себя, совершать вот эти атаки? Просто моему уму это не подвластно. Почему Соединенные Штаты Америки помогают или позволяют вот этому злу абсолютно беспримесному атаковать их? Видимо, не силах Соединенных Штатов, чтобы это как предотвратить. Посмотрим. Все ты понял, кто Израиль, кто Палестина. Не виляй, говори как есть, говорит Акела. Акела, не хотел бы ты сходить куда-нибудь подальше с моего канала? Хорошо? Все, я понял или не понял? Ты кто такой мне, да? Ты грамотно задай вопрос. Ты и другой такой же. Задайте грамотно вопрос. И может быть вы получите на него ответ. Это если я посчитаю нужным вам ответить. Понимаешь? Как в том фильме, в этом гостинице я начальник. Да? Сидят тут такие умники. США ослабляет позицию Ирана и ее союзников путем ликвидации их прокси. Да, именно сейчас это происходит.
Без высоких цен на нефть Россия не смогла воевать в Чечне. Знаешь, Россия хочет продать нефть по цене $120 за баррель. Я считаю, что война, которая первая русско-чеченская война, где русские вывели свои войска, она была в том числе, конечно, из-за нефти, которая была очень низкая, денег у русских не было. Ну и на Западе, знаете, вот эту войну русские вступили против Украины в стратегическом проигрыше. Она может еще 20 лет продлиться, русские проиграют ее. Точно так же Первую русско-чеченскую войну мы так встретили эту войну благодаря нашим лидерам Джохару Дудаеву, Аяду Идигову, другим товарищам, которые были вокруг Джохара Дудаева, его близким товарищам, его соратникам. И русские были оккупантами, варварами, злодеями на нашей земле. Во Вторую войну все изменилось. Джохар был уже убит, подготовки такой не было. Аслан Масхадов полностью просто манипулировался русскими. И в конце концов, вокруг Аслана Масхадова, хотя и вокруг Джохара была агентура, но вокруг Аслана Масхадова была агентура, которая не выявлялась и управляла фактически вот этими процессами. Поэтому в этом смысле мы во Вторую войну, как сейчас Россия вступила в войну против Украины, мы приняли эту войну, мы ни на кого не нападали, в отличие от русских. Мы уже стратегически ее проигрывали. Понимаете, здесь важно. И когда русские в Первую войну понимали, что они ее выиграть не могут, они варвары, бандиты, преступники, оккупанты, они вынуждены были выйти, замбачкать нас всех этой грязью, а потом зайти. И это наша ошибка, это наша недоработка, мы там прокололись, да, у нас получился большой минус. Поэтому в этом смысле цены на нефть, они играют, конечно, важную роль, большую роль играют. Но в этом смысле не важно было, нефть какой по цене была и так далее. Русские вынуждены были выйти. Запад говорил им, давайте выходите. Запад помогал им. Вот есть, у меня видео есть отдельно, о чем я говорю. К большому сожалению, ОБСЕ во главе с Тимом Гульдеманом запятнала себя, хотя ОБСЕ провела колоссальную работу, международные институты провели очень важную, необходимую работу, которая сейчас имеется в архивах, это выборы президентов, того же Масхадова, выборы депутатов парламента, переговоры, участие в переговорах, большая работа была проведена ОБСЕ и международными институтами. Но вот Тим Гульдеман и его товарищи, там некоторые себя очень сильно запятнали во всем процессе. Поэтому важно, конечно, цена на нефть, конечно, большое значение имеет, но важно еще и политическая составляющая и правильная реализация всех вот этих планов, который после Джохара, который был не просто президентом, он был лидером нашего народа, которому прислушивались, который умел координировать, умел управлять и имел стратегический склад ума. К большому сожалению, при Масхадове этого уже мы не могли сделать. Русские нам подготовили это, поэтому не столько я Масхадова виню за это, сколько о том, что русские уже вели нас по своей программе. Вот точно так же, как сейчас ведут русских, я так думаю. Поэтому как-то так, друзья. Поэтому цены на нефть имеют значение, но это был, мне кажется, не главный показатель. Слава Джохару. Дензел, а почему у тебя 95 стоит? Вот вы, молодежь, ставите номер 95. Вы не понимаете, что ли, что это номер, который после оккупации русские нам, как на зоне, дают номер
заключенному вот так дали нам номер. Почему вы ставите 95? Не могу понять. Так, давайте дальше. В том, что эти люди призывают нас идти против Америки, а по сути эти самые заставляют спецслужбы этих стран действовать против нас, мусульман, настраивая нас против Америки, а не Руси. Абсолютно верно, Шамиль. Вы абсолютно точно все это интерпретируете. Именно так. Именно Ахмед Закаев, Руслан Кутаев и вот Руслан Айсин, да, есть такой ученик Гейдара Джемаля. Мы знаем, кто такой был Гейдар Джемаль. Это человек, который использовал ислам для того, чтобы управлять, манипулировать людьми. Это абсолютно, абсолютные провокаторы в этом деле. Ахмед Закаев это первый человек, который, на моей памяти, по крайней мере, я помню, делал повязку, хотя он не воевал, он никакой не вояка был, никаких боевых действий, он не принимал участие. Там в одном боестолкновении, говорят, оказался, вот это вся его война. И у него была повязка там с арабской вязью, он именно с этим платком, с арабской вязью, так театрально, так красиво приезжал в Кремль на переговоры в составе делегации. Я не понимаю, почему наше руководство послало Ахмеда Закаева, там половина агентов, которые послали. Почему Ахмеда Закаева включили в это? Вот я не могу этого понять. Да? Почему это долгое время его еще держали рядом? Почему его не отгоняли, не разоблачали? Очень трудно мне эти вещи некоторые понять, потому что, по крайней мере, сейчас все очевидно. Сейчас все очевидно. И вот они нас таким вот образом представляли, да, мы там радикалы, да, мы мусульмане. Но представлять, кстати, смотрите, есть такое выражение, всегда было, я еще был когда студентом, мне один русский парень задал вопрос: Аслан, а чем отличается газават от джихада? И я только сейчас понял, чем это отличается, понимаете? Только сейчас я понял разницу в этом. Газават это, во-первых, тюркский термин, который чеченцы использовали. Этот термин на Кавказе у нас он использовался. Это такая локальная война, это такая оборонительная война. А джихад это такой всемирный джихад. Это когда вы ведете там со всем миром там войну. Да? Когда есть оборонительный джихад, есть внутренний малый джихад, это война. И есть большой джихад, это война со своими страстями. Так вот, у нас была подмена слова газават на слово джихад. И мы воевали не якобы за маленькую нашу территорию, за маленький наш Кавказ или за маленькую Ичкерию, а воевали против всего мира, получается. И Ахмед Закаев это один из главных проводников вот этой русской идеологии. Сам он не является абсолютно никаким радикалом, но изображает из себя на протяжении всего этого времени. Причем Ахмед Закаев не преследуется за это, а Руслан Кутаев не преследуется, Руслан Айсин не преследуется. Их каналы на территории фашистской России не запрещаются, в отличие от нашего. Все остальные молодые чеченцы, которые поверят в то, что вот какие-то там лидеры там что-то говорят, и начинают вот это все подхватывать, они все преследуются. Их преследуют, их в Интерпол. Сейчас, правда, чуть-чуть эта волна спала, чеченцы и... в том числе благодаря нашей работе, но в основном раньше это было очень показательно. Да, и вы абсолютно правы, абсолютно. Гайдар Джемаль, вот вы можете смотреть в ТикТоке разные каналы, очень ярые антисемиты, антиизраильские, антиамериканские разные каналы, ТикТок-каналы. То у них Гайдар Джемаль, это там есть... Алиф такой канал есть, потом Гайдар Джемаль у них есть. Но это такие великие джихадисты, великие исламские ученые. Вот так представляются Гайдар Джемаль. А на самом деле это 100% ФСБ и ГРУ. 100%. Понимаете? Вот так это дело, работа ведется против нас. А мы сидим, ушами хлопаем. А, да, все мусульмане плохие. А, да, все евреи плохие. А, все там... христиане плохие, и нами манипулируют, нами управляют как хотят. И вот эти люди, они есть, они нигде не прячутся. Вот братья Ингулбаевы такие есть. Их отец
Мне очень нравится, это хрестоматийный такой образ, где явно просто люди уже до того от своего, от своей безнаказанности, абсолютной безнаказанности, уже потомственной безнаказанности. Эти люди открыто рассказывают, кто они, чем они занимаются. Вот братья Ингулбаевы такие есть, да, там правозащитник у них старший брат, якобы правозащитник, да. Каляпин такой, помните, там, защитник там, чеченцев, вот в эту банду Каляпина входит вот этот старший брат вот этих Янгулбаевых. Так их отец бывший верховный судья Чеченской Республики. Зафиксируем. Верховный судья назначается только лишь с протекцией ФСБ и под личной подписью Путина, президента России. Находилось здание Верховного суда Чеченской Республики во время активной фазы геноцида и репрессий против чеченского народа, находилось на территории, охраняемой вместе с созданием ФСБ. Как я сказал ранее, ФСБ самое главное на территории Чеченской Республики. Оккупационный орган. Кадыров это только лишь ширма, исполнитель, только одной из ветвей власти. Все три ветви власти, там законодательная, исполнительная, судебная, все подчиняется ФСБ. Раньше это был РОШ, региональный оперативный штаб. Сейчас это тот же РОШ, но о нем много сейчас не говорят. Так вот, Путину подчиняются министры, а РОШу, который возглавлял все это время, долгое время Патрушев, подчинялись заместители. Военные, ФСИН, вот по тюрьмам, то, что там, ну и все остальное. Военные, полиция, там, заместители подчиняются. Вот как все это было распределено. Понимаете? И вот братья Ингулбаевы, семья Ингулбаевых, председателя парламента оккупационного российского Верховного суда Чеченской Республики, находились под охраной, федеральной охраной России, ФСБ, то есть здание ФСБ, здание суда, и их семьи там же проживают, там же охраняются. И вот второй брат, старший брат, правозащитник с Каляпиным там тоже действует, а второй брат, как же его там, Ибрагим, по-моему, он ВКонтакте создает группу, и всех недовольных на религиозной теме, недовольных российской властью, оккупационной властью, он там общается. Представьте себе, ВКонтакте это самая ГБшная программа, где огромное количество людей уехало на Колыму. Вот он там собирал группы, потом делал ролики, закрывал глаза, типа по исламу нельзя глаза делать, там сам он сидит, его глаза видно, его упитанная тушка видна, а остальным глаза он замазывает. У него мама, там, сестра, вот сейчас весь мир там рассказывает нам на всей стране, что его там мама сидит в тюрьме, там кого-то там преследует и так далее. Зачем же вы так нагло, демонстративно нам врете все это дело? Если эти люди работают на ФСБ, если они выявляют чеченцев, провоцируют чеченцев, и потом их подставляют, как будто это религиозные какие-то фанатики, террористы. Потом он приезжает сюда, в Европу, закидывают их там деньгами, помогают им. Везде их Новая газета, Голос, Радио Свобода, Кавказ Реалии. Это все помойки, российские агенты действуют. Это такой яркий хрестоматийный образ такой вот этих братьев Ингулбаевых просто врезался мне в память. Он прямо открыто рассказывает, что он находился на территории Чеченской Республики, их семья, под охраной ФСБ, он сам это все рассказывает. Но он создавал группу против Кадырова, то есть с тех пор боролся против Кадырова. Но создавал-то он ее не как там сын судьи или там ФСБ или еще как-то, а создавал как мусульманская группа против. И вот собирались туда разные недовольные Кадыровым. Российская оккупационная власть, российская власть специально сделала Кадырова главным виновником всех. Поэтому Кадырова так подняли. Не потому что чеченцев любят или Кадыров такой талантливый управленец там и так далее. Нет, нужно было от ФСБ отвести внимание. И сказать, что во всем виноват Кадыров. И вот Ингулбаев помогал этой стратегии ФСБ
указывал на Кадырова, а простые чеченцы, которые думали, ну, конечно, Кадыров, он же за Россию, он же за Путина, ну, значит, он такой же враг. И говорили на Кадырова. И их выявляли, их уничтожали. И эти люди приезжают сюда в Европу, им дают площадки, они друг с другом общаются, их там все, у них все отлично, они развиваются. Сейчас, правда, куда-то пропали, видимо, что-то не пошло у них. Потому что, ну, слишком откровенно они глупости там пороли одну за одной. Другие есть, например, Тумсу Абдурахманов, пропал на какое-то время, когда мы его разоблачили. Потом получил деньги при помощи тут немецких, западных спецслужб и полицейских. Якобы там за угрозу убийства, там 3-10. От Кадырова получил, там взял деньги. Спокойно проживает. Стопроцентный агент российских спецслужб. Стопроцентно. Такой же Ислам Белакиев. То же самое, той же деятельностью занимается. Другой есть Хасан Халитов. Вот эти деятели действуют здесь, открыто действуют, ведут свою работу и никого не стесняются. И им помогают тут на Западе. Мы вот говорим, распространяем информацию, нас объявляют экстремистами, террористами, нас запрещают везде. А их не запрещают, их поддерживают и так далее. Сколько это может продолжаться, объясните. И все они на религиозной теме. Вот представьте себе. Абсолютно нерелигиозные люди, абсолютно лживые лицемеры. Но вот два волоска вот здесь, иншаллах, машаллах, там 3-10, это у них действует. Вот это им нужно говорить. Понимаете? Вот и таким вот образом представляют чеченцы. Как Ахмед Закаев представлял нас тогда. И вот все эти деятели. Антисемитами нас выставляют нас какими-то фанатиками религиозными. Непонятно, да, среди нас есть и религиозные, есть и фанатики, есть и алкоголики есть, и разные всякие есть. Но представляют нас именно такими. Вот такая вот ситуация, друзья. И эти вещи... Нам нужно знать, как нас представляют. И пока мы, чеченцы, не начнем прямо, открыто, как я сейчас это делаю, говорить об этих проблемах, нами будут манипулировать и нас будут использовать. Да, это небезопасно, нас будут убивать, нас будут преследовать, там много чего с нами будут делать. Но при всем при этом, если мы не будем этого делать, будет еще в 100 крат хуже будет. Как было, когда 10 лет назад я сюда приехал, я смотрел то, что здесь происходило. Нас собирали, в Сирию отправляли. Просто так. Просто. И все вот эти средства массовой информации, такие как Кавказ-центр, в лице Маулади Удугова, других деятелей, которые проживают в Австрии. Эти люди виновны в тысячах смертях чеченцев. В тысячах. Сирийская война, это не наша война была. Нам не нужно было туда ехать. Абсолютно нам не нужно было. Не было там никакого джихада, никакого там конца света, никакого Махди. Все это ложь и обман оказалось, которое сейчас снова раскручивает против евреев. Теперь антисемитизм раскручивается, и нужно опять нам идти умирать. А почему-то те, кто с первой русско-чеченской войны там носил вот эти повязки, их дети живы, они сами живы, они в рай не хотят попадать, их дети не хотят в рай попадать. Гурии 70, сколько там, 500 миллионов гурий, они не хотят. Хотят для нас все. Такие они. А в этом гнилом, плохом мире на миллионы, на миллиарды они хотят жить и брать эту грязную дунья, грязные деньги брать, чтобы нас спасти от этого ужаса, понимаете? Они не ради себя, ради нас берут эти миллионы долларов. Откуда у Ахмеда Закаева деньги? Откуда у Удугова деньги? Откуда? Чеченский народ истекает кровью, понимаете? Чеченский народ просто находится в тяжелейшем положении. Откуда у Ахмеда Закаева дом в Лондоне, еще что-то там? Вот прямо человек
Муса Таипов рассказывает, как $1 000 000 он получил Ахмед Закаев, который должен был отправить там чеченцев, как министр, там, борец за свободу, для борьбы против России. Ни одного рубля, ни одной копейки, ни одного цента не отправил. Ну и так далее, и так далее. Откуда у этих людей деньги и почему они живы до сих пор? А другие молодые пацаны, 20-летние, 18-летние, погибали. Они хуже открытых предателей, эти люди. Это самые подлые и вероломные люди для нашего общества, для нашего народа. Мы должны это знать, чеченцы. Нас так обманывают. И вам никто об этом не будет говорить, если вы сами не начнете это копать, выяснять и говорить. Потому что за нас никто... Все будут наблюдать. Американцы будут наблюдать, немцы будут наблюдать, сочувствовать где-то. А где-то будут себе пользу извлекать. Но никто не будет за нас говорить, за нас делать, за нас гибнуть, добывать правду, распространять эту правду. Никто не будет этого делать, кроме нас самих. И мы поэтому должны этим заниматься. Мы должны стать здесь гражданским обществом. В каждой стране мы есть. Мы говорим на всех языках. У нас все возможности для этого есть. Мы просто должны заниматься этим и говорить об этом. Понимаете? И вот такая вот ситуация, друзья. Давайте немножко ваши комментарии почитаю и еще с вами минут 10 посижу. Асан Гейдар Джемаль был ярый ваххабист. Ну, что значит ярый ваххабист? Если же он был реально радикальным мусульманином, то он не мог служить России. Он, его сын, все служили России. Хотя его потом сына убили, да и неизвестно, что с самим Гайдаром было. Но это идеологи были, этот на религиозной волне был. А так, если ты ярый ваххабист, как так называемый, да, то ты должен встать, выйти и сделать что-то. А не так сидеть, ты рассказываешь, что ты ярый ваххабист, но ничего для этого не делаешь. И Россия устраивает, что всех ваххабистов ярых она уничтожает, убивает. И Гайдар в этом помогал очень сильно. Поэтому, а так, да, изображал из себя Гайдар Джемаль, его шестерка. Да, да, да. Асан, как ты думаешь, когда Закаев мог приезжать к Куликову? Не знаю я, Мухаммад, не знаю. Почему нет? Конечно, мог приезжать. Но, может, ну и Куликову верить нельзя. А так Закаеву верить никто. Я не думаю, что ни один чеченец будет верить Закаеву. Да, тот, кто в теме, кто там повязан с этой Россией, тот, кто повязан с Закаевым, они будут делать вид, что верят. А простые чеченцы, как мы, например, мы не будем верить Закаеву. Потому что Закаев себя дискредитировал на 7 поколений вперед. Да? Фамилия Закаева себя дискредитировала, как Кадыров фамилия. Они себя полностью дискредитировали. И если они думают, что можно вот так лгать, убивать людей, и потом среди чеченского общества еще остаться рукопожатным, то это, я сомневаюсь, что это будет. Нохче Ирва Аттала Шаири Нихи Анчулта Цуман Харвел титойжет Ирол Швац Нохче Я Ира Вац Далмула Нохче Чен Дог Дук Ира Инан Док. Так. Ва алейкум ассалам, гламур бо буарс муа.
Микоян Анастаса, знаешь, ну кто не знает Микояновский мясной завод или колбасный завод? Явился профессор, говорит, без, я уже здесь, уже почти 1,5 часа, 75 минут уже явился. Ты спишь, ты должен раньше выходить, да. Приветствую, Баванетка, приветствую. Сьюдик Хульд Аслан и чат. Дал Уизель Евгений, Машвоэль, шалом алейхум. Шалом алейхум. Асан, не считаешь, что при нынешнем переделе мира чеченский народ на Западе пока, к сожалению, не соорганизовался, и как результат паровоз проходит мимо, а можно ведь продвинуть национальный интерес? Да, Евгений, именно так я считаю. Именно не то, чтобы он прошел, но то, что проходит, да, в процессе сейчас, да, я это вижу. К большому сожалению, чеченцы так сильно закрылись, что отдельно мне пишут, со мной говорят, но при всем при этом чеченцы не хотят выходить из своего подполья, в котором они спрятались. Даже вот то, что сейчас то, что чеченцев оставили в покое, они думают, что это так будет дольше продолжаться. Что сейчас с них снялась там Интерпола, уже так в Интерпол не закидывают, там везде террористами, исламистами не обзывают, там много чего уже полегче стало. Они думают, во-первых, что это само собой происходит, что они ничего не делают, оно само собой происходит. А во-вторых, они думают, что это будет вечно продолжаться, если ничего не делать, и так будет. Нет, дорогие мои чеченцы, так не будет продолжаться. Против нас работает очень мощный враг, который не собирается успокаиваться и останавливаться. И в этом смысле чеченцы должны выйти из подполья. Но пока мы не видим сигналов, которые дали бы основания чеченцам поверить, что их родственников не будут пытать, что с Россией не подружатся. Вот то, что сегодняшние действия Трампа, например, они тоже не очень способствуют довериться, что Америка не поступит так же, как она раньше поступала, и весь Запад. Поэтому в этом смысле, да, к сожалению, да, но я борюсь, как ты видишь, Евгений. Мы призываем, он с Аядом, нас не только мы, есть еще люди, которые говорят, пишут в Фейсбуке, везде, но и ростки есть, ну, пока недостаточно. К сожалению, на мой взгляд, недостаточно. Но пока хватает то, что есть. Посмотрим. Брат, кстати, я полугрузин, полуармянин. Ладно, хочу пожелать тебе удачи. Спасибо. Спасибо. Сейчас пока Путин занят Украиной. Да, сейчас Путин занят Украиной, но, знаешь, нас он еще не отпустил. Даже они с нашей территории войска не выводят, понимаете? Не выводят. Как можно второстепенные споры между собой отодвинуть на потом? Как-то можно второстепенно. Национальная независимость того стоит. Да, Евгений, абсолютно. Но у нас нет второстепенных споров. Какие у нас второстепенные споры? Все, кого ты видишь, Евгений, в информационном пространстве, все, конечно, это не так, но многих, которых мы видим здесь, это действующие российские работнички. Они, как говорит Аяд, как говорил Джахар, они отрабатывают. Независимых реально убивают, преследуют там и все и так далее. Просто я по себе сужу. Друзья, я не воевал, я видел Россию, войну видел там. Не могу сказать, что я там воевал, что-то конкретно нанес много вреда России. Я был московским адвокатом, российским адвокатом. И меня трудно пристегнуть к исламистам, террористам и так далее. Но даже несмотря на это, и я и здесь сидя никогда не призываю к войне. Ну там, может быть, по Путину долбануть дроном максимум. И все. И несмотря на это, я знаю, какое давление оказывает на моих родственников бывших, на меня самого. А представьте, если бы я воевал бы, если бы я там замешан где-то там в нападениях, а это терроризм сразу, вот досье террориста и так далее. А я на виду у них был, адвокатом работал, юристом, правозащитником работал. Меня трудно пристегнуть. И все равно я вижу, какое давление на меня оказывается.
Это не передать просто. Они прямо мне уже не подходят. Справа, слева, там. С кем я когда-то здрасте говорил. Они с детского садика просто всех, с кем я общался, отслеживают. Поэтому вот такая вот тяжелая ситуация. Вот такая. Но ничего. Ничего. Достаточно даже одного человека, как полагаю. Как тогда говорил Шамиль Басаев, один бандит, если сядет за компьютер, может много чего сделать. А представьте, если это оказывается не бандит, а юрист и правозащитник, что он может сделать? На этом мой стрим заканчивается. Спасибо, Евгений, за все эти годы, то, что вы меня поддерживаете, ты лично и другие здесь, которые находятся, люди, которые поддерживают. Да и вы не знали мою позицию про Израиль, про евреев, когда вы меня все поддерживали. Огромное вам спасибо за это. Сейчас время, как говорится, такое интересное, и я думаю, мы все... Спасибо, Вай, за подарок и всем остальным. Короче говоря, ну ты знаешь, короче, все, и так, Жень, наш парень. Ам Израиль Хай, друзья. Слава Украине, все будет Ичкерия, God bless Америка, Аллах, Казахстан, Вива, Грузия и все остальное. Ну вы знаете, друзья. Адекюэль Машо, всего хорошего, друзья. До свидания. Завтра не пропустите стрим. Спасибо и вам, Вия, огромное. До свидания, друзья.